Подчас даже просто опознать в действии на холсте некий знакомый объект удается только после весьма серьезной аналитики. Так на арену выходят инсталляции, перформансы и картины, на которых мир показан через концепцию уродливой реальности. Здесь тебе и Эйнштейн в холодильнике, и давно избитые и перевязанные скотчем манекены. Было, и не раз. Современное искусство, которое призвано поражать, пока не удивляет. Все те же приемы, все те же идеи. Мы не можем говорить, вот нравится нам, не нравится. Здесь надо говорить о том, что это искусство молодых людей, которые решили просто сказать о том, что их волнует. А если мы будем отрицать то, что мы видим, да, и говорить, что это неправильно, в искусстве нет такого правильно, неправильно. Есть то, что человек говорит. Конечно, там нельзя, скажем, проповедовать убийство, да, насилие и так далее, это понятно. Но когда человек, например, заявляет о том, что вот есть насилие, да, не проповедует насилие, а говорит, что есть насилие в обществе, скажем, да, или от человека к человеку, вот это нормально. «Бестиарий» – это проект Творческого союза художников России. Молодые художники, чей свежий взгляд призван открыть это окно в постмодернизм, но не открывает. Непонятное искусство, замысел которого давно всем понятен. И единственное, что здесь действительно непонятно, это выбор площадки. Национальная художественная галерея – это все же про традиции и народное достояние. Для контраста вглядитесь в то, что выставлено в галерее немного ниже, на первом этаже. Тоже современное искусство турецкого художника-каллиграфиста. Видите разницу? Монстроцентризм в целом, да, вот такая какая-то вот даже новое, может быть, направление, оно не ново. Есть как бы баракат, вот, искусство, которое несет свет, есть что-то, которое несет другую субстанцию, да, это вот уже. Но опять же, да, мы не можем сказать, что вот это плохо, да, это не нам судить, потому что, я же говорю, молодежь, она самовыражается. Монстроцентризм, причем нашел отражение не просто в вымысле, а вполне в реальных экспонатах. Заключенные из хлебного мякиша с виду как раз очень похожи на такое приличное, самобытное искусство, если не знать, что фигурки сделаны убийцами и насильниками. Это искусство редимейда, когда берется какой-то объект реальной действительности и совмещается с чем-то или с кем-то, да, и получается уже совсем другой объект с другим содержанием. Вот. Здесь примерно то же самое, то есть фигурки, как заявлено, сделанные в колонии, они на самом деле, но мы же не знаем, кто их конкретно делал, почему-то им сразу начинают приписывать какие-то качества, да. Это неизвестные анонимные люди, которые сделали эти вещи, а потом это все продавалось в тюремном магазине. Самобытное творчество, сделанное руками преступника или просто бабушка из деревни, не является искусством. Но если оно работает в контексте, это другая история. Потому что искусство – это не предмет, а идея. А моральные нормы, рамки, критерии – в современном искусстве их почти нет, а если есть, то весьма размыты. Современное искусство, оно рассчитано на зрителя определенно подготовленного, насмотренного, на зрителя, который будет в контакте с художником, определенный социальный слой приходит, он смотрит на эту работу, она его заставляет задуматься, он отвечает на какие-то вопросы. Я думаю, резонанс связан прежде всего с местом, расположением этого пространства. Национальная художественная галерея Хазине – это должна быть сокровищница. Хазине – это же сокровищница изобразительного искусства Республики Татарстан. И желательно в таком ключе от декоративно-прикладного искусства, заканчивая современностью, чтобы можно было все это показывать постоянно и студентам, и гостям нашей столицы. Но интересно ли зрителю это национальное классическое искусство? Зрителю неизощренному, зрителю не всегда образованному. Отсюда этот постепенный переход от искусства музейного, возвышенного и помпезного к уличной живописи, общедоступной и злободневной.
Современное искусство, является ли оно искусством или давно превратилось в псевдоискусство? Кто его создает и есть ли у него какие-то критерии? Для того, чтобы создать какую-то арт-инсталляцию, многого не надо, это можно сделать буквально из мусора. Для этого достаточно подобрать какое-то авангардное место и иметь подручные средства. Концептуально. Живое на руинах мертвого. Прошлое и настоящее. Протест против жизненной действительности. Глубоко, не правда ли? Современное искусство – это высказывание, это всегда история про смыслы. Ну а если смысл в том, что смысла нет, то тоже нормально. Вряд ли я буду ходить на тех художников, которые сейчас продаются за миллионы долларов. Ну, представьте, да, вот, то есть уж говорить о том, что сейчас модно, что сейчас покупаемо, да, итальянец какие-то делает свои фекалии продает за миллионы долларов, ну, свои испражнения. Или он разрезает овцу, и в формалине они продают там за сотни миллионов долларов. Это эпатаж. И это сейчас, это некая диверсия от искусства. С этим сложно поспорить, особенно глядя на нелепо разбрызганную по холсту краску. Но бестиарий пошел еще дальше. Здесь и краски почти нет, а старая, привычная глазу живопись переплетена с новыми технологиями. Статичная картинка, вы скачиваете, смотрите QR-код, и получается такая виртуальная картинка, где герои из мультфильма «Чунга-Чанга» начинают оживать. Таких диджитал-проектов в арт-мастерской много, то есть это картины, напечатанные на компьютере. Одна из выставленных работ принадлежит вот этой молодой художнице из Казани. Да, изначально у нее не было художественного образования, рисовать начала спонтанно. И это, кстати, очень классическая история про неклассическое искусство. Есть очень известный художник Дэвид Хокни. Вот он начинал с живописи, а сейчас он только в диджитал рисует. Только в диджитал. Причем бывают работы в диджитал, которые невозможно отличить. Ну, условно говоря, если ты не видишь, да, вот так вот ты их не трогаешь. То есть это на самом деле, мне кажется, идет от того, что если человек чего-то не пробовал, и он не хочет пробовать, учиться, ну, как бы вот это некая такая, никого не хочу обидеть, но все равно, как правило, когда ты что-то отрицание чего-то идет от того, что тебе лень в эту сторону посмотреть. Наши дети, это мы, это наше будущее, наше все, и надо показывать как раз наоборот, надо показывать, чем они живут. Нам же надо знать, нам надо их показывать, нам надо же их понимать. Как мы будем их понимать, если мы не знаем, о чем они думают, о чем живут? Но не они ли уже нас направили в новый мир? В мир, где теперь, чтобы получить признание, авторам не обязательно трагически умирать. Художнику больше не нужно быть голодным. Опыт прошлого показывает, что определить великое в настоящем часто невозможно. Отличить искусство от неискусства нельзя. Поэтому к авторам стали относиться бережнее, а к творчеству почти нет вопросов. Правда, один все же остается. Если все, что угодно, может быть искусством, то зачем вообще оно нужно? Диляра Исупова, Андрей Ключников, Роман Безменов, Андрей Мохов, 7 дней.